27 октября 2021 года утром возле Токмака произошло ДТП, в котором погиб наш сын и девушка, тоже из Токмака, Шиянова. И получается, с первых минут началась фальсификация со стороны семьи Зальцман, затем подключилась следователь за взятку в первые же часы обвинила виновником аварии нашего сына. Там же участвовал судмедэксперт, который поставил лишние повреждения сыну, чтобы доказать, что он был за рулем. И при эксгумации выяснилось, что он не указал еще 7 повреждений, которые показывают, что Степанов Александр был пассажиром. В Токмаке это дело затянулось на 7 месяцев. Прикрывал все эти грязные дела прокурор города Токмак. Прикрывал и ГОВД, и виновников ДТП. Затем дело перевели в Кант. Там замначальника милиции полковник Жакибердиев со следователем Пузиным расследовали все, нашли истинного виновника, передали дело в суд. Но прежде пытались заключить его под стражу. В Канте судья 19 августа, перечислив все его нарушения, все полностью перечислив, указал, чтобы этот человек больше не совершал подобных преступлений, вынес ему меру пресечения домашний арест. И в течение всего времени с 19 августа до 5 декабря Зальцман Александр, виновник аварии, это доказала экспертиза. Он постоянно нарушал содержание под домашним арестом. А затем, получается, в Токмаке, дело передали в Токмак, 18 апреля состоялся суд по Зальцману. Ему вынесли неоправданно мягкий приговор. Признали виновным, дали ему 5 лет колонии, 2 года лишения прав и 3 года пробации. Зальцман до последнего дня не признает свою вину, все валит на погибшего Степанова. Ни перед кем они не извинялись, не возместили никому ни материальный, ни моральный ущерб. Вот. Дело, мы написали апелляцию, дело передали в областной суд. И начиная с апреля месяца, с 18 апреля до 5 декабря это дело тянулось. Защита Зальцмана постоянно пыталась сорвать заседание, вызывать ненужных свидетелей. Всю судебно-медицинскую экспертизу перевернули, как говорится, с ног на уши. Все факты вины Зальцмана поворачивают против Степанова. Наконец-то 5 декабря в областном суде вынесли приговор. Оставили те же 5 лет в колонии, убрали единственную пробацию. Вот этот домашний арест, который постоянно нарушался, имеются ходатайства, имеются доказательства его нарушений. Ему засчитали 1 к 1. То есть, получается, вместо 5 лет преступник будет сидеть 3 года и 8 месяцев. Сейчас рассчитывают на амнистию, чтобы еще ему срок скинуть. Защита Зальцмана постоянно затягивала процесс, пыталась его развалить. Также по эксперту в Токмаке состоялось заседание 22 февраля этого года. Там судья вынесла неоправданно мягкий оправдательный приговор. Перечислила все его нарушения закона. Теперь дело по этому эксперту перевели почему-то в Кеминский район. Видимо, подальше от центра, чтобы проще было договориться. Просимся мы на встречу с председателем ГКНБ Ташеевым. Уже 1,5 года я пишу заявление, чтобы организовали личную встречу с нами. Нет. Видимо, в аппарате какой-то чиновник сидит и отправляет наши заявления в нижестоящие органы ГКНБ. Также пишем заявление о встрече с генпрокурором Зулушевым. Происходит то же самое. На какой-то момент волна вроде бы поднимается, а потом опять затишье. И уже в областной прокуратуре прокурорский работник заявил, что они сюда бегают, жалуются. Дело затянулось на 2 с лишним года. Поэтому, уважаемые правители республики, прошу принять нас на прием, выслушать лично, потому что, скорее всего, наше дело до вас не доводят, скрывают. Поэтому получается такая волокита. Последователь она подписала 25 октября соглашение о признании вины, но 31 октября у нее уже было готово в письменном виде, готов отказ
от признания этого соглашения. Эксперт также подписал соглашение о признании вины. Теперь 20 декабря в Кеминском районе на суде он заявил, что будет отказываться от статьи 325, часть 2, где ему никакие штрафы не идут, а за соглашение о признании вины ему идет половина минимального срока, то есть 2,5 года тюремного заключения. Также он нам озвучил свое требование, чтобы мы помогли ему затянуть рассмотрение дела до ноября месяца 2024 года. Я много раз обращался в Минздрав по поводу этого эксперта, просил на время следствия отстранить его от работы, но он, видимо, непотопляемый. В Минздраве за всю его фальсификацию, за вот эти все нарушения ему вынесли суровое наказание в виде замечания. Получается, что эксперт может творить, что хочешь, ему никакого наказания не будет. Тем более сейчас его назначили в Жаильский район заведующим районного морга или что там, я не знаю, но именно заведующим. Хотя он находится под судом. Он уже больше года находится под судом. И все это время работает, как говорится, зарабатывает на трупах деньги. Чтобы нас принял Ташиев, чтобы разобрались во всей этой фальсификации, во всех этих махинациях, вот, чтобы добавили срок за 2 трупа виновнику аварии. И большая просьба разобраться поскорее с этим делом.